13 октября 2021 года при непосредственном участии уважаемого Эмомали Рахмона и уважаемого Эммануэля Макрона впервые в Национальном музее азиатских искусств ГИМЭ в городе Париж, Республика Франция, состоялась выставка исторической живописи Таджикистана под эгидой «Таджикистан. Край золотых рек». В течение 3 месяцев любителям искусства были представлены богатая история и цивилизация, исторические памятники, древние культурные и ремесленные наследия, уникальное искусство нашего народа и достижения независимости. За этот период для предоставления богатой и древней истории и цивилизации, а также уникальное искусство таджикского народа в Национальном музее азиатских искусств ГИМЭ были представлены около 300 памятников древности и природные красоты нашего цветущего края. На выставке также были представлены ценные реликвии истории предков таджикского народа из Британского музея, известного как «Сокровище Амударьи». В одной части выставки были представлены картины и видеоролики об исторических и туристических объектах Таджикистана, уникальном историко-культурном наследии нашего древнего народа. Возрождение национальных ценностей, охрана и популяризация памятников истории и культуры очень важны для поднятия духа, патриотизма и самосознания народа, особенно у подростков и молодежи. В октябре месяце текущего года впервые в европейском регионе во французском музее ГИМЭ состоялась выставка фресок Таджикистана под названием «Таджикистан. Страна золотых рек». В течение 3 месяцев жителям европейских стран будут представлены богатая история и культура славной таджикской нации, исторические места нашей страны в различных веках, древнее культурное и ремесленническое наследие и неповторимое искусство таджикского народа. Наш славный народ цивилизован и занимает достойное место в общей истории человечества. Представленные на выставке примеры позволили народам Европы обогатить свой духовный мир, увидев ценное наследие разных исторических периодов таджикского народа и сегодняшнего независимого Таджикистана, что закладывает основу для развития сотрудничества в различных сферах. Особенность выставки состоит в том, что экспонируемые артефакты сегодня найдены на территории республики. Культура как ключевой фактор духовно-нравственного воспитания общества и предоставитель истории после обретения республикой независимость находилась под непосредственным вниманием правительства страны. Добро пожаловать в Париж, уважаемый президент Эмомали Рахмон. Я рад, что сегодня посетил с вами выставку исторической живописи Таджикистана под эгидой «Таджикистан. Край золотых рек», которая прошла в Национальном музее азиатских искусств ГИМЭ. Эта выставка – результат многолетней кропотливой работы таджикских и французских археологов. Наши страны в этом году отмечают 30-летие дипломатических отношений, которые прежде всего направлены для совместного экономического и культурного развития. В современное время, особенно в условиях, когда усиливается столкновение цивилизаций и различных культурных ценностей, углубленное изучение истории и пропаганда богатого историко-культурного наследия является одним из способов воспитания толерантности. Действительно, древняя история таджикского народа и богатое материальное и духовное наследие наших предков, в том числе исторические памятники, являются величайшей школой самопознания для каждого члена общества, особенно подростков и молодежи. Наш народ с древнейших времен и до наших дней уважает национальные традиции и ценности своих предков, постоянно стремится возродить и обогатить их, распространить среди населения свои древние обряды и праздники. История ЮНЕСКО и Таджикистана тесно связана в направлении нематериального культурного наследия. В нем включены история человеческого наследия. Все эти древние культуры связаны с появлением древней цивилизации и города Саразом. Саразом является исключительно бесценным древним городом не только для таджикского народа, но и для всего мира. Именно в этом городе были исследованы и найдены впервые города, возникшие 5500 лет тому назад на территории Центральной Азии. Следует отметить, что культурные связи Таджикистана с Францией наряду с другими направлениями сотрудничества основаны на международных стандартах и признании взаимных интересов и постоянно развиваются. Проведение выставки в Национальном музее азиатских искусств ГИМЭ также является частью укрепления сотрудничества между двумя странами в области культуры, что способствует дальнейшему расширению сотрудничества.
Согласно информации, ежемесячно 12-13 тысяч человек из Франции и других стран Европы посещают выставку исторической живописи «Таджикистан – страна золотых рек». Каждый, кто посетил выставку, убедился, что наша республика является привлекательной для туризма. Наряду с ее богатым историко-культурным наследием и природными ресурсами, а также реальным потенциалом для привлечения большего количества иностранных туристов. Я хотела бы вас ознакомить с одним из уголков музея. Этот артефакт имеет более 5000-летнее происхождение, где был найден в древнем Саразме. Я Валерий Залески, являюсь хранителем китайских и азиатских коллекций в Музее азиатских ремесел в ГИМе. Моя основная цель в работе – это подбор и документация исторических принадлежностей, разработка и хранилище, а также хронология авторских статей, распределение текстов, библиография, географических карт, научно-практическая концепция, каталогизация и многое другое. Самая главная работа в соответствии с концепцией каталога – это дизайн выставочной сценографии. Работу в этом направлении мы выполняли совместными ведущими специалистами данной области. Путем выставки мы смогли показать колорит древней культуры и цивилизации таджикского народа. Этот колорит, несомненно, олицетворяется в древнем Саразме, которое имеет богатую и древнюю культуру. Я очень рад, что ознакомился с выставкой таджикской культуры. Таджикская культура очень богата и неповторима. Для меня она открыла много возможностей для познания древних артефактов. Меня больше всего заинтересовала древняя культура таджикского народа. Вы не поверите, здесь представлены уникальные коллекции исторических находок. Ознакомившись с каждым из них, ты попадаешь в ту эпоху, в которой развивалась древняя культура. Этот музей для меня является самым любимым. С другой стороны, я нахожусь в пенсионном возрасте и имею много свободного времени для посещения подобных родов музеев. В музей я пришла со своим другом, который посоветовал мне ознакомиться с уникальными экспонатами древней культуры Таджикистана. Сказать честно, я не так хорошо была осведомлена этим краем. После ознакомления с культурной и древней эпохой Таджикистана пришла в восторг. Я очень счастлива, что посетила выставку и получила много эмоций. Сегодня я очень рад, что посетил выставку «Таджикистан. Край золотых рек». Действительно, здесь были собраны превосходные экспонаты древности. Я сам уроженец из Китая, но вот в течение 30 лет проживаю в Париже. Я осведомлен древней культурой китайского народа и Центральной Азии. Но меня больше всего заинтересовала древняя культура нашего ближнего и дружественного соседа Таджикистана. Выставка дала огромный результат в исследовании и познании древности. Китай, Таджикистан и Франция держат совместный путь на едином шелковом пути, и, надеюсь, эти дружественные отношения и впредь будут развиваться. Огромное спасибо за организацию подобного рода выставки. Hello, I'm Joelle Duperrier. I'm from England. Здравствуйте, я Джоэл де Перри из Англии. Выставка просто уникальна в любом формате. Она организована и проведена с высоким мастерством. Хотелось бы отметить для тех, кто знаком с творчеством Питера Франко Пеном, в котором приведены примеры развития шелкового пути, все эти артефакты играют неоспоримую роль в представлении древнейшей культуры. Здесь существуют различные династии, язык, культура и обычаи. Каждый экспонат таит в себе тайну древности, красоты и уникальность творения. Я безумно рад, что была здесь, и советую любителям древнего искусства посетить его. Вот уже в протяжении 8 лет организовывается и проводится выставка уникальных предметов древности таджикского народа в этом музее. В течение 3 месяцев выставку посетило множество любителей древнего искусства. Путем проведения подобного рода выставок французский народ смог и сможет в дальнейшем ознакомиться с предметами древности и открыть для себя новые исследования.
Наша страна имеет лучшие возможности для развития туризма в Центральной Азии и по анализу Всемирной туристической организации ООН является одной из самых привлекательных стран для туриста. На выставке народы Европы познакомились с национальной архитектурой, традициями, всемирно известной историей и цивилизацией таджикского народа, завораживающей природой, огромными водными ресурсами, туристическими возможностями, высокими горами и достижениями независимости. Все это доказывает, что таджикский народ имеет древнюю историю и цивилизацию, а цивилизованное наследие таджикского народа поучительно. В связи с этим, после обретения республикой независимости, правительство страны постоянно предпринимает конкретные меры для достижения большего успеха и предоставления этого исторического сокровища миру. Следует отметить, что музей азиатских ремесел ГИМЭ был основан в конце XIX века промышленником Эмилем ГИМЭ. Впервые музей был открыт в 1879 году в Лионе, а затем переехал в Париж. Музей находится один из крупнейших экспонатов в Азии. 8 января 2022 года здесь состоялась церемония закрытия выставки исторических артефактов Таджикистана «Таджикистан. Страна золотых рек». В церемонии приняли участие политики и представители французских министерств и ведомств, в частности, Министерство Европы, иностранных дел и Министерство культуры нашей республики, ученые, историки, ремесленники, исследователи и представители французской средств массовой информации. Мероприятие проходило под председательством помощника президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связи с общественностью Эмомали Насреддин Зоуда и директора Национального музея ремесел Азии ГИМЭ в Париже Софи Макарию. В то же время хранитель коллекции Китая и Средней Азии ГИМЭ Валерий Залесский ознакомила собравшихся с основным содержанием выставки исторического искусства Таджикистана. Отмечалось, что жители Франции и других стран Европы имели возможность ознакомиться с историческими находками древнего Саразма, Тахти-Сангин, росписями на стенах древнего Пинджикента, всемирно известным памятником Аджина-Тепа, замком Кафарниган, Хулбуком и редкими артефактами из золота и серебра. Наша страна, как цивилизованная, декларирует расширение культурно-гуманитарных связей одним из приоритетов своей внешней политики и расширяет активное и плодотворное культурно-гуманитарное сотрудничество со странами мира, в том числе и с Французской республикой. Завершение мероприятия указами президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в честь 30-летия независимости республики и за ценный вклад в развитие культурных связей между Таджикистаном и Францией Софи Макарию и Валерий Залесский были награждены орденом дружбы. Церемония закрытия выставки исторических артефактов Таджикистана «Таджикистан. Страна золотых рек» прошла на высоком уровне. Для меня лично и моей коллеги Валерии Залесски это мероприятие дало огромный толчок в открытии новых возможностей для ознакомления всех с непредсказуемой историей древнего Таджикистана. При непосредственной поддержке уважаемого Эмомали Рахмона мы были удостоены наград орденом дружбы. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить правительству Таджикистана благодарность, а славному таджикскому народу счастья и благополучия. Этот момент для меня лично является самым волнительным и незабываемым моментом в моей жизни. Я стала обладателем высшего титула Таджикистана – Ордена Дружбы. Огромное спасибо правительству Таджикистана за то, что оценили мои заслуги и представили мне возможность стать обладательницей Ордена Дружбы. Выставка еще больше объединила наши страны и народы. Я надеюсь, что в дальнейшем наше сотрудничество в культурной среде будет продолжаться и принесет огромный вклад в развитие искусства. Нужно отметить, что выставка и ряд общественных и культурных мероприятий, состоявшиеся в Европейском культурном центре в Париже, это большой и своевременный шаг в эпоху глобализации, потому что люди, побывавшие на этих мероприятиях, считают наш край гостеприимной страной, страной сочных фруктов, свежего воздуха, красивых пейзажей, высоких гор, огромных ледников, целебных вод, озер и родников, пресной воды и уникальных народных традиций, которые могут вызывать у туристов и гостей интерес к изучению культуры таджиков и увидеть райскую землю таджикского народа.